Добрый вечер. В начале этой недели в Русдраме состоялась презентация 7 новелл, короткометражных фильмов по мотивам новелл Михи Лакарпа. Мероприятие на самом деле оказалось резонансным и, не боюсь, если скажу, что обещает стать одним из самых примечательных культурных событий этого года. Мы в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях герои этого мероприятия, авторы этих короткометражных фильмов, режиссеры Даут Лугуа, Илона Хорцкепха, Инар Нормания, Джана Цурцумия, Вячеслава Блотые, я вас не забуду, Марта Тужпха, особый гость, который не режиссер, но, тем не менее, человек очень творческий и по совместительству представитель спонсора этого проекта, компания Mobile, Занта Какалепха, сценарист и, наконец, Тимур Кокоскер. Всем добрый вечер, друзья. Ну, на самом деле, позвольте мне тоже выразить свое почтение вам и вообще поздравить вас с этой премьерой. И как зрителю тоже сказать о том, что на самом деле это дело, в которое вы вложились, и вложились все вы, на самом деле удалось. То есть первая мысль вот после этого мероприятия было такое, что вот с такой командой уже можно делать профессиональный абхазский кинофестиваль. Ну, я не знаю, может, кто-то может это оспорить, но это было чисто мое вот зрительское впечатление. Вот. Ну, а первый вопрос, Вячеслав Андреевич, наверное, все-таки адресую вам, как все-таки к мэтру абхазской кинематографии. По закону пожилой дядя в конце говорит. А вот мне все-таки интересно узнать, вот каково все-таки чувствовать, когда вот на пятки наступают уже молодые. Дай Бог. Каково себя чувствовать? Дай Бог. Дай Бог, это очень приятно, это очень хорошо. Я просто рад за ребят всех, вот. Но я хочу еще сказать, что вот каждый фильм вот на этом фестивале имел своего зрителя. Вот, например, пример такой. Вот я стоял после фильма, меня поздравляли тети, дяди, вот, дяди, бабушки. Понимаете? Ага. Его поздравляла молодежь. Понимаете, каждый этот имел своего зрителя имел. Вот. И я думаю, что это большой успех этой команды. То есть вы все-таки со мной согласны, что уже можно нам претендовать на кинофестиваль? Можно. Теперь я могу спокойно, понимаете, отойти на второй план и пустить вперед своих ребят. Понятно. Вот. Я очень рад. Хорошо. Давайте я сразу скажу, что мы постараемся в течение нашей передачи показывать трейлеры к каждому фильму, ну, хотя бы, чтобы какое-то представление наш телезритель имел об этих киноработах. И, наверное, мы начнем, Вячеслав Андреевич, с вашего фильма. Вот я попрошу режиссера нам показать трейлер фильма «Апыбыц». تاريخ زرقاء مشرق خلقات ورش رس وقارو تخمزاي مامو وخا برس رسفش تبان سرش رس نصو برب خالي نبعد خوي يقاو يلا بدراي ايه انشا مرشان بحا يغير شدود عم بيشتي هو باقي ناس وراي وزوختك وبخاقك وسكوك سمن خراسخن سرقش براس هيقول اخ شودود أنت شوي تشوفوا بستنا وخابو سرقش بخاز قد ورا هاري بتاع زنزيب قزم ورد سقوات استخن ورا وتيري
ҳайцабу дахаз. Ахуруа, ҳайцаб. Аха, шымчакумхар? Рамшох, сфякагай. Эй. Зюкуй. Итак, Вячеслава Блот и АББЦ это было. Друзья, ну, я думаю, мы успеем поговорить о многом. Вообще хочется, конечно, чтобы вы рассказали о съемочном процессе, о том, как это вообще все происходило, с какими проблемами вы сталкивались. И вот мы пока вот сейчас вот смотрели именно этот трейлер, как раз, Вячеслав Андреевич, вы говорили вот об актере, о его там фактурном лице и так далее. И вот давайте я первый вопрос вот начну с актерского состава. У нас тут есть ребята, которые учатся актерскому мастерству, есть непрофессионалы, есть молодежный театр, там абхазский театр. То есть какой актерский состав сегодня у нас есть, который вот можно использовать? На что вы опирались? И есть ли у нас этот материал в будущем, с чем можно работать? Кто начнет? Есть, Давайте. конечно, есть. У нас очень хорошие актеры. Вот в этих... В 7 новеллах вы посмотрите, какие актеры. У Тимура какие ребята играют. У Тимура какие ребята играют. И этот просто великолепный. Этот фактура у него просто великолепная. У Димы Гуния. И у второго тоже. И в Абхазском театре есть ребята, которые именно для кино. Вот именно по кино. Они фактурные все. Вот. И... очень хорошо, вот работа, вот как его, какой хороший этот был у Джану, этот, как его, Ну да. Свижба. Надар. Ну просто это... Надар, который по профессии художник. Да, художник. Посмотрите в этом, в «Братьях», этот, как его, эти два актера, как его, вот этот, Абухба и этот, как его, и Камки. Они все фактурные ребята и работают хорошо. Это, понимаете, это профессионалы. Тимур, ну кто? И какие ребята у вас играете? Расскажите, что говорил Вячеслав Андреевич. Да, этот, как его, и этот... Наши абхазские ребята... У вас как проходил выбор? Авис был Выбор, прекрасный. как и у всех, наверное, исходя из образа, из того, что мы видели в сценарии, кого видели и выбирали также. Вот, ну, там просто осложнялось у меня тем, что они должны были еще уметь хорошо как бы верхом скакать. Всё. Да, Вам и нужны были поэтому- еще конники профессиональные. Да, профессиональный конник, и вот совпало, что профессиональный конник оказался очень Хорошим даже актером, да? да, Неплохим талантливым, актером. одаренным актером с таким очень благородным лицом. Да, если его вчера кто-нибудь увидел бы, вряд ли узнал, потому что он пришел
начисто выбритый, аккуратненький, 16-летний мальчик, да. Я говорю, ты на себя будешь смотреть на экран, как на дядю, говорю, какой-то дядя и племянник вдвоем стоит. Но вот по мере того, как я его попросил отпускать бороду, я вообще всех заставил отпустить бороду. Ну, попросил ребят, учитывая, что... Ну да, там у вас такие дядечки получились, да. бородатые. Ну, дядечку, да. Борода не всегда должна ассоциироваться с возрастом, но тем не менее. И вот по мере того, как у него росла борода, он становился все, постоянно менялся у него образ. Там сантиметр бороды, это был тоже такой интересный. Ну как, чем у него становилось больше, тем он мудрее и глубже становился. Там потом прям такой, ну на самом деле еще были ребята, которые тоже танцоры просто были. Вот, ну а-ля Савицба, конечно, я не могу за него сказать, что это именно вот в этот ряд поставить в один, потому что Аляс актер. Аляс играет в театре и, в принципе, знает, как выполнять задачу, как включаться, вживаться в роль. Вот, и поэтому я его сейчас не отметил именно в этом ряду ребята и танцоров, и джигитовщиков. Вот Руслан Тарба, он, конечно, из творческой фамилии такой Тарба, который возглавляет, да, его отец Арвилот Тарба, заслуженный артист Абхазии. Тимур, ну вам это близко, вы тоже танцор, который стал. Да, я их знал. В итоге ваш путь тоже так, знаете, да, стал режиссером. Килограмм 40 назад, когда это было у меня, вот тогда с этими ребятами я еще танцевал в этом коллективе. И вот самое смешное, что есть такой Аляс Палаванзе, который постоянно, после того, как проговаривал свою реплику, фразу говорил и резко смотрел на камеру. Я ему говорил, почему, ну перестань, все, уже давай туда. Нет, у него это было рефлекторно, он говорит, я должен видеть зрителей. Это у него было постоянно. Да, он должен был реакцию посмотреть после фразы, сразу поворачивался. Но несмотря на все там какие-то трудности, все было, на площадке было весело. Да, и все проходило в таком... Вы, в общем, друг от друга удовольствие получали. Конечно, да, конечно. Хорошо. Ребят, ну, Инар, у вас был кастинг? Как вы подбирали своих? Такого полноценного кастинга не было. Мы просто придумали эту историю и примерно уже по архетипам понимали, кто где должен, значит, размещаться. Просто сразу вот начали первый день снимать, и как-то уже было все, на мой взгляд, верно. Вот. Понятно. Диан, ну уже вот отметили Надара Да, как вы попали, да? С Надаром история такое было? Длинная. Мы как-то познакомились с ним года 2-3 назад, когда мы снимали рекламу Амобайлу, и в этом ролике снималась дочка его, Маяна Цвежба. И тогда мы попали к ним в дом, и у меня остались неизгладимые впечатления о семье, об этом человеке, и он как в копилочку где-то вот там засел просто. Прошло 3 года, написался этот сценарий, и он просто оттуда открыл шкатулку, вышел и говорит, я тут буду. Да, я тут буду. Да, и на самом деле там некие проблемы были потом, ну не с самим Надаром, а во временном промежутке, то он был занят, там какие-то еще моменты были, но я готов был ждать до последнего, чтобы именно он участвовал. Так же, как говорили до этого, он не актер. Но вы его пробовали или как-то? Нет, там не надо было ничего пробовать, там все на лице было, все уже готово было. Мне оставалось только камеру включать, честное слово. Больше он мне помог, чем я ему, скажем так, в этом фильме. Я за это очень сильно ему благодарен, потому что фильм был тяжелый, мы снимали уже в зимнее время, а там были сцены и натурные, где в холод, ночью, и он, несмотря на свой возраст и заслуги, скажем так, он с большим теплом и отнесся к нам, и на самом деле очень сильно нам помог. Касаемо второго актера, также хочу сказать, Акакия Званбая, он тоже не профессиональный актер, он вообще футболист. Да, он играет за Я потом команду, его узнала, кстати, он приходил. За афонскую команду. Но он очень сильно горел. Ну, мне по типажу показалось, что он подходит. И у него не было такого актерского мастерства, но у него было бешеное желание. И это было весомым аргументом в его пользу. И на самом деле я доволен, что с ними обоими связался. И я считаю, что они сделали мой фильм настолько, насколько его можно было сделать, скажем так. Дауд, ну вы тоже человек опытный в производстве рекламных роликов. Как Диана, вам тоже это помогло?
выборе Это актеров? тоже помогло в какой-то степени. Это больше помогло на производственный процесс. Но и как Джану говорил, есть какая-то картотека из лиц, которые мы встречаем на улице, из наших знакомых и из тех же актеров в том числе. Потому что, например, Аслана Анкуаб я тоже увидел, наверное, больше 2 лет назад в пьесе «Медведь». И его энергетика, мимика и говор мне очень понравились. И я тоже для себя решил, вот где-то я его использую. Если с ним еще как-то было сразу решено, то, например, молодого не актера, которого мы привлекли к съемкам, Астамура Эшба, выбор был почти случайный, потому что я пришел домой и младшему брату говорю, нужен кто-то твоего возраста, кто отреагировал бы хорошо на мою просьбу, что я его приглашу сниматься, а не началось бы вот это, нет, пожалуйста, нет. И он мне сразу говорит, а вот есть Астамур Эшба, ему это все очень интересно, вот его номер. Я с ним не был знаком, я ему звоню, говорю, Астамур, вот так, я бы хотел тебя пригласить. Да, я согласен. Человек сразу, я готов, что, когда? И так получилось, что с момента, когда я его позвал, и до момента, когда мы начали снимать, прошло 1 год и 8 месяцев. Этот человек 1 год и 8 месяцев ждал своего звездного часа. Да, мы с ним и репетировали долго, потому что он не актер, с ним было, может быть, в чем-то сложнее, в чем-то проще, но и мне даже перед ним было неловко. Астамур, обещаю, мы снимем это, пожалуйста, не падай духом. И 1 год и 8 месяцев я его подпитывал, что мы дойдем до съемок, и на съемках он себя показал отлично. Какие-то сцены сложные, когда я начинал там коррективы вносить, он говорил, все, я понял, сейчас будет. Шел и делал все со 2-го, с 3-го дубля, и с ним было очень интересно работать. И это вот опыт работы с актерами тоже интересно. Илон, вы тоже так вот запоминаете лица? Ходите где-нибудь и запоминаете лица, где-то я это потом использую, это лицо. Тем более у нас в городе часто можно встретить знакомые лица, запоминать. Поэтому да, я думаю, все так делаем. Обращаем внимание для дальнейших проектов, чтобы использовать. Кстати, вот я, извините, перебиваю, по-моему, вот у вас как раз снимались и профессиональные актеры, и те, которые учатся мастерству актерскому, да? Большинство у меня, именно профессиональных актрис было. Единственное... И как их собрали? В принципе, я многих знала, потому что я ходила на спектакли студентов Щукинского училища, когда они приезжали, я смотрела, мне очень нравилось, я подмечала какие-то их особенности. И Мадину Язычпа, исполнительницу роли ведьмы, я познакомилась с ней на кастинге. Еще когда мы только начинали искать актеров, у нас был кастинг объявлен. Вот, то есть вы все по правилам объявили кастинг, приходили люди? Не то, что мы все это сделали на каком-то этапе, чтобы у нас была какая-то база данных актеров и людей, кому это интересно дальнейшего. И там мы познакомились. А кто вообще так вот быстрее на все это откликивает? Это профессиональные актеры или все-таки люди, которые... Тут зависит от энтузиазма. От интереса. Я думаю, что если у человека есть интерес, большинство, когда слышат о том, что есть возможность поучаствовать в кино, и это что-то новое и интересное, они, конечно, с радостью соглашаются. Понятно. Хорошо. Я попрошу режиссера вот следующий трейлер показать. Саба! Сара сома бжисхараха. Джарам заржирги пцацом. Ну что, это был как раз, Илона, трейлер к вашему фильму «Ведьма» Илона Хварцкия. Я думаю, что мы поговорили об актерах, но прежде чем, конечно, снимать любой фильм, я как себе представляю, нужен сценарий. Это было так? Или вы как-то, или у вас как-то по-другому было? Сначала была новелла. Сначала был Михалат. Если так совсем, то его отец сначала. А потом кто адаптировал? У каждого по-разному, на самом деле. Вот Занда у нас здесь, да, сценарист. Адаптация у нас. Рекордсмен по адаптации. Так, Занда, вы со всеми работали, адаптировали все
Нет, я работала с Тимуром Кипискири, с Илоной Хварцкой и Джаном Цурцуми. Вот мы вместе сидели, думали, ну, в смысле, с каждым по отдельности, как новеллу превратить в кино, чтобы было как понятны были действия персонажей, их логичные поступки, в общем. Потому что на самом деле это немножко сложно было. Новелла — это новелла, литературное произведение. А в кино все-таки там немножко другие правила, там надо более обоснованно все делать, и историю рассказывать быстрее. Вот. А для вас что, ну, не знаю, сказать, легче или как-то ближе, это делать оригинальный сценарий или все-таки адаптацию? Ну, не знаю, конечно, намного, даже не то, что легче, а интереснее делать оригинальный сценарий, когда ты все сам придумываешь, и персонажи у тебя рождаются в голове, и потом ты видишь их на экране, это, конечно, незабываемое ощущение. Но в этом опыте тоже вот мы придумывали, когда писали сценарий по новеллам, там тоже были некоторые персонажи, которых не было в изначальном произведении, в оригинальном. Мы их придумывали, гадали, как они будут поступать, какая у них была предыстория, почему они именно так себя повели. Вот. Ну и мне, конечно, больше нравится писать оригинальный сценарий. Там больше получается себя выразить. Понятно. Ну, все-таки, я как понимаю, ну, любой из вас, даже который не пользовался, да, профессиональным сценаристом, все-таки... Мы не пользовались, а прибегали. Прибегали помощи. Все-таки какой-то сценарий... Да, какой-то сценарий для себя, вот, да, ну вот у вас как это было? Ну да, это один из этапов, когда надо ту же новеллу разложить хотя бы на сцены, на порядок действий. Вообще вопрос к тому, что нужен был вам профессиональный сценарист? Ну, в моем случае, наверное, нет, потому что я не видоизменял саму новеллу, я там добавил, наверное, только финал какой-то. В моем случае я решил, что новеллу, так как в ней есть какое-то событие, я решил ее оставить таковой, какой есть. И, наверное, как бы посыл самой новеллы мне нравился таким, какой он есть, и ее как-то расширять не пришлось. Все события ночью, в одном месте, что-то, что меняет одного персонажа. Услышанное, увиденное. Но сценарий нужен для того, чтобы выстроить порядок действий. Вы прописывали диалоги? Да, прописали диалоги, прописали сцены. От сцен уже зависело, где и как их будут снимать. Ну, вот это такой полуплан. Да, это удобство на съемочной площадке, даже если ты его не переписываешь или еще что-то, это просто план, по которому ты следуешь. Просто так, что у нас сейчас... Сцена 5, сцена 2, снимается же не по порядку все, и это важно проследить за ним. Даже если новелла коротенькая или там всего там 5 сцен, сперва 5-ю галочку поставил, снял 1-ю, поставил галочку, потом вспомнил, что там кадра не хватает вот в этой сцене. Ну вот, как Диана сказал, по ней легче работать. Да, даже если не менял. В нашем случае было чуть-чуть по-другому. Мы, то есть, новеллу «Гость» мы с Андой адаптировали, и подход был кардинально другой. Мне казалось, что если, представим, что человек включается новелла, человек смотрит на экран, и начинается новелла с того, что кто-то забегает во двор, его встречает отец, и он ему говорит: спрячь меня, за мной гонится, я там убил человека. Все, автоматически я уже, это самая известная самая известная новелла Михаила Лакерба, и в таком виде ее подать зрителю, я думал, было бы, 80% зрителей неинтересно было бы. Тем более она одна из самых известных. Да, и то есть человек просто уже так, и когда он его простит, поэтому мы решили сделать такой сиквел, то есть идея заключалась в том, как ощущает и как чувствует себя человек, который пошел на такой поступок, отпустив Там у вас началось с этого уже, с того уже все произошло. И потом уже мы вернулись в эту историю. Как у вас это происходило? Вообще, что у вас от Михаила Лакерба осталось? Воспоминания? Знаете, если брать новеллу Михаила Лакерба, вообще 80% у новеллы, то экранного времени минуты 3 или 4 или 5, если сухо переводить на экран. Поэтому 8 в моем случае. 8 в случае Даут. Поэтому это необходимый процесс, то есть написание сценария. Нельзя, на мой взгляд, просто вот сухо это переложить. Это совершенно другие два разные миры. Сценарий тоже был ваш? То есть это вот... Да, у нас была сцена, которая от Лакерба, которая предполагала, что за ней должны быть какие-то отправные точки, исходные события. Вот мы эти исходные события попытались выстроить, которые впоследствии привели к
лакробовскому такому финалу. Тоже видоизмененному, но лакробовскому. Понятно. Занта, вы у нас на слуху один из таких самых на данный момент известных сценаристов, именно киносценаристов. У нас есть вообще еще? Вот поросль режиссеров есть, а что со сценаристами у нас? Вот Занта есть. Занта, вы учились этому ремеслу? Да. Вы закончили? Я училась на высших курсах сценаристов-режиссеров в мастерской кинодраматургии. Как раз вот вместе с Тимуром он учился. Режиссуре? Да, он в режиссуре, я кинодраматургии. Мы, в принципе, там познакомились. И там начали работать. Странно, вместе. в Москве познакомились. Да. Здесь мы вообще не знали друг друга. Хотя, я, например, всегда об этом мечтала, писать сценарии. Мне кажется, как только я заговорила, вообще у меня слово первое было кино. Хорошо. Вот не учитывая этот проект, у вас много работы? Работы в настоящем времени или в смысле в прошедшем фильме? Последнее время, да, у вас много работы. То есть нужны ли киносценарии у нас? Я могу сказать, что я нужна. Пользуются. Нам нужна. Я вообще очень боялась, когда после учебы вернулась на родину. Просто востребованности. Да, потому что я вообще здесь не знала ни одного даже режиссера. Вместе вернулись. Тимура. Нет, я имею в виду, когда уже сюда вернулась после учебы, я думала, что я буду делать. Вот я вернусь, что я буду делать здесь? Кому нужно кино, кому нужен вообще сценарист? Я познакомилась с ребятами тем же летом, когда приехала на культурном форуме. Мы создали союз кинематографистов, потом познакомились со всеми остальными здесь в Абхазии. Вот начали делать вместе проект. А так, да, у меня много работы. Я нужна. Нет, это отрадно. Это действительно отрадно слышать. У меня, кстати, вопрос по поводу профессии. Инар, вы, которые от звонка до звонка отучились вы учились на режиссера. Да? Я как понимаю, все остальные начинали с других профессий, а потом уже их творческая натура уже туда несла. Вы, когда поступали, выбирали эту профессию, у вас были такие мысли, как у Занты? А что я буду потом делать вообще? Чем я буду потом здесь заниматься? Давно, что я думал, что за время моего обучения уже будет что-то изменится, да? Я появится кинематограф абхазский? Я вольюсь, да, и, распределюсь на некую студию и буду работать. Но, к сожалению, не случилось, приходится работать, в таких условиях. Но это не беда. В любом случае что-то когда-нибудь будет, поэтому главное не унывать, продолжать работать, а тем, кто еще не работает, учиться, а потом возвращаться, потому что будущее не должно оказаться туманным, когда уже у нас есть какой-то материал. Оптимистично. Хорошо, следующий, пожалуйста, если можно, трейлер. Диана Цурцуми, гость. Это был ваш трейлер. Ну что, я думаю, уже пришло время, Марта, наверное, вам тоже слово дать. И, скорее всего, мы, наверное, будем говорить вообще о финансировании. Понятно, что нужен сценарий, понятно, что нужны актеры, но кино без финансов, никак. Я вообще хочу, чтобы мы поговорили о том вообще, вы каким это видите, вообще как, откуда. Понятно, что у этого конкретно проекта был спонсор, появился спонсор, слава богу, и проект оказался успешным, он осуществился. В любом случае, я думаю, что мы просто доказали, что это возможно, что у нас есть ребята, которые могут снимать, и снимать интересно. Во-первых, как вы все-таки решились, доверились этому, на такую авантюру пошли? Правильная формулировка, доверились, потому что я в них верила изначально.
И я донесла эту информацию до руководства, и мы все вместе поверили, что у нас есть люди, у нас есть ресурс, и мы можем это сделать. И вы знаете, Рада, вот те социальные проекты, которые вообще компания Mobile осуществляет, вот когда сейчас ребята говорили об актерах, о тех, кто задействован в проекте, я понимала, что да, мы оператор связи, но наш пазл того, что мы делаем, вот он складывается, потому что Джано упомянул Нодара, мы с ним работали. Занда, мы с ней работаем. У Тимура Конники, они с нами участвовали в проекте Аяра Отувых. У Инары снимаются люди, которым мы уже помогали, которые с нашей помощью осуществили какие-то свои проекты. Это же одна семья. Да, Нина участвовала в нашем проекте. И вот Инна Пхамальчик, он вышел из КВН. Я очень хорошо помню, когда он приезжал в Сухум из агудзерской команды, участвовал в КВН, сейчас он актер, он учится. Да, вот если я не ошибаюсь, это актер Щукинского, да? Да, и тогда мы тоже были спонсором вот этой Абхазской лиги КВН, ну, не говоря уже о нартах, которым мы тоже неоднократно помогали. И есть ощущение того, что все, что делается, эти люди никуда не деваются. Эти наши инвестиции, они реализуют, они действительно в будущее. И это будущее вот сегодня оно наступает, потому что действительно участие наше, да, вот компания Mobile в этом проекте, это иллюстрация вот понятия социально ответственный бизнес. И приятно, что есть живой отклик, и мы видим уже сегодня, так скоро, да, плоды наших трудов, и мы понимаем, для чего все это происходит, насколько это важно для общества, насколько это важно для самих ребят, потому что действительно это важный аспект, вот был поднят в нашем разговоре, что они отучились, приехали, киностудии нет, ресурса нет, материальной базы нет, специалистов мало, а это грим, это площадка, да, это все такие вещи, без которых не работают. Просто человек со стороны, он, наверное, не представляет вообще, что значит создать этот полноценный, полнометражный, да, фильм, каких это стоит и эмоциональных, и финансовых вложений. Марта, если не секрет, каков был бюджет этих семинаров? Да. Бюджет изначальный проекта это 2 миллиона 650 тысяч было вот непосредственно на фильмы. Здесь хочу еще уточнить один момент, что мы не только перечислили деньги ребятам на съемки фильма, мы также и перечислили средства на уплату налогов, то есть чтобы Союз, чтобы Союз мог еще в свою очередь уплатить налог государству, то есть мы предусмотрели, что у ребят просто эти средства будут с их непосредственных фильмов сняты, и мы этот вопрос тоже решили, и вот это дополнительное финансирование тоже произвели. Ну и, естественно, отдельный бюджет на премьеру там, и так далее. Но мы очень довольны результатом. Мы в первую очередь потому, что они себя реализовали, они себя показали. И этот инструмент, да, что такое кино? Это тоже инструмент несения культуры в первую очередь. Вот он работает, и ребята не дадут соврать, мы никак не вмешивались в творческий процесс, да, то есть ни на этапе ни сценария, ни съемок, то есть это полностью их видение, это их индивидуальность вот в этих фильмах. Ну, по поводу того, что, я, конечно, могу вас спросить, как вы все вложились в эту, вообще, не знаю, там 2 с чем-то миллиона, там, если на 7 разделить, я сейчас, я не так сильна в математике, но тем не менее... 300 рублей. Я так скажу, бюджет, который изначально ребята озвучили, они сказали, что им нужны вот эти средства, и мы эти средства выделили. То есть мы его не обсуждали, не сокращали. Никаких претензий, никаких. Нет, кому-то чуть-чуть. Вы знаете, после презентации, вот на следующий день мы действительно, вот здесь очень многие, которые там были, мы потом уже делились впечатлениями, обсуждали. И вот наш мэтр уже телевизионной режиссуры, который сейчас за режиссерским пультом, Валерий Кураско, он как-то рассказывал, что ему нужно было снять
эпизод, он был в итоге 30-секундный эпизод. Эпизоды 20 конников, которые должны там были проскакать. И, то есть там были там конни, всадники, там одежда, оружие и так далее. И он сказал, что нужно было 1,5 миллиона. То есть вот все, это бюджет вот этого эпизода. Да, это на самом деле большущие деньги. У вас уже сейчас с запросами. А эта передача тогда сколько стоит? Как вы вложились, как вы все-таки... А на 7 новелл потратили 2. Как вы все-таки выкручивались? Ну вот, допустим, Даута, в принципе, была одна сцена, и действия происходили в одной локации, да, упрощало. Конечно, у Тимура было, помимо того, что снять это все, то есть я уже как знаток рассказываю, это же еще постсъемочный процесс, озвучить, смонтировать, то есть цветокоррекция. И причем, чтобы вы понимали, вот сделать это качественно на уровне у нас в Абхазии очень сложно. Вот Тимур, например, свою работу там озвучивал, и это, кстати, тоже, мало того, что это качественно сделать сложно, это еще и по времени, да, то надо туда отправить, потом получить. Потом еще раз отправить. Да, еще раз. Да, то есть вот эти все моменты, конечно, для того, чтобы создавать кино, которое потом, значит, показывают в кинотеатрах, да, вот этот весь Голливуд, это вы представляете, да, бюджеты этих фильмов, то есть если рассуждать этими категориями, то в Абхазии, конечно, еще очень долгое время не будет кино. Это как раз потому, что... Да. Никогда прошептал. 20 миллионов долларов средний бюджет кинокартины, а как таких суммах тут не может над быть картиной речи. работает от 40 до 150 человек может работать. Которые еще обучались этому и не раз делали эту работу. В нашем случае тот же режиссер, да, тот, кто, так сказать, должен осваивать эту сумму, да, и распределять ее, он и повар, он и гример, он и световик, он иногда и транспорт одновременно. И это, по сути, и решало кучу проблем, потому что ты вынужден делать 8 профессий, и это даст тебе перевести эту сумму денег во что-то другое. Потратиться на костюмы, на оформление. Абхазцев, да, вот этим как раз не удивить. То есть ну да, многофункциональность. Благодаря тому, что, да, вот очень много знакомых, друзей, там, Тимуру помогали ребята, друзья, знакомые, там, всем помогали, всем. И это, конечно, облегчает процесс, но по большому счету, конечно, это должны быть... То есть многие, я как поняла, вам бескорыстно помогали? На энтузиазме. Да, на энтузиазме. Если бы не так, ничего бы... Ну да. То есть бюджеты не сравниваются. Просто по 2 пунктам. Мы не арендовали технику, мы не арендовали места, например, да, там, хозяева этих мест, локации. Хозяева этих мест говорили, да, конечно, ребята, сколько вам нужно времени, столько и снимайте здесь. И просто хочу поблагодарить, наверное, семью Баграта Шинкуба, потому что мы в его Апатске, которая уже частично музей, снимали 5 ночей подряд и хозяйничали там. И это было абсолютно бескорыстно, как само собой, ребята. Если вам надо, пожалуйста. Вот у меня, например, дом, в котором жил и убили таркиловцы, был свижбовский, они тоже ничего за это не взяли. На самом деле, по новелле так случайно получилось, что свижбовцы, что дом, на самом деле, где мы снимали в Жиловах, это свижбовский дом. А в новелле там живут таркиловцы. Вот, и у калитки так вот тоже ничего не Ну вы же знаете, что ничего случайно не бывает. Это все уже знаки. понимаю, нет, в 37 лет я стал это понимать. До этого я думал, что это исключительно случайность. Вообще село Чулоу это наш рекордсмен по съемкам. И на самом деле люди там очень уже знакомы с кино. Именно ландшафт, как там сохранились вот как раз таки дома, да, по времени, которые мы искали. И еще люди там, ну вот Софичку не так давно там снимали, потом с Белого Башлыка начинали. В общем, первый павильон можно смело строить именно в стиле. Там есть один дом, мы его уже называем в шутку дом-музей абхазского кино. Там уже просто там 3 новеллы там расскажите, как вы пересеклись. Там все, да, там и реквизиты, да, и все. Там много сцен сняты были с разного ракурса в нескольких фильмах, скажем так. В одном месте, да. Но это было, видимо, незаметно так как-то удалось. И люди уже привыкли к киношникам, когда мы приезжали, вы кино, да, а вы дома, ну они, в общем, вон там. Все, что вам нужно, все, что вы ищете. И очень, да, я, например, благодарна жителям села Члоу, Моква, где мы снимали, мы их беспокоили, то нам нужно было где-то найти кровать, где-то стул, где-то вот еще тумбочки не хватает. И все нам помогали, и
совершенно бескорыстно, это здорово, за это им большая благодарность. Марта, ну что, если когда-нибудь там вы не будете сотовой связью заниматься, вы уже нишу кинопродюсера можете, правда? У меня богатый опыт уже во многих направлениях. Хорошо, ну, ребят, ну, Вячеслав Андреевич, все-таки вот, как вы думаете, в каком направлении идти, чтобы все-таки, понятно, что это дорого, это, тем более это сегодня очень дорого. Нет, я одну вещь хочу сказать. Откуда находить деньги? Вот человек, вот я опыт имею, я все равно, как его конъюнктуру за спиной чувствую. Вот не даже если, например, скажем, я хочу вот свободно что-то сделать, вот я не могу, я всегда контролирую. А что, как посмотрит этот зритель? А что скажет обком? Что скажет этот, понимаешь? Я уже закомплексованный. Вот, например, Амобайл заказал мне, значит, сделать новеллу Лакербая. Все, я сделал новеллу Лакербая по заказу. А мое кино не это, понимаете? Мое кино он снял. Его кино это я, понимаете? Я вот «Старую кровать», если вы смотрели, вот в этом стиле вообще по природе такой. Он мое кино снял, понимаете? Вот. Почему я, понимаете, в восторге. Украл новеллу Вячеслава Андреевича. Да, он, понимаете, хорошее кино снял. То, что я вот внутри у меня. А это я, понимаете, по заказу сделал. Я, конечно, больше обращал внимание на актеров. Я потому что с актерами люблю работать. Хорошо, если работать по вдохновению, где деньги брать? Деньги? Ну, деньги, Амобайл. Видите, что так, что так. Ну, единственное... Все-таки это находить спонсора. Это нет. Другого нету выхода. Государство все-таки должно обратить на это внимание. Потому что вот в прошлом году в бюджет я для Абхазфильма внес 1 миллион рублей на съемку фильма и на дубляж, предположим. Ну, Министерство финансов взяло и вычеркнуло. Что стоит? Все. Вот. И еще один такой момент напрашивается, просто в голову пришло. Если, допустим, да, так гипотетически у нас будет еще к тому же кинотеатр, да, и тот же вот Инар, про которого вы сказали, ну, допустим, да, там снимет полнометражный фильм, и мы будем в этом кинотеатре его показывать, он окупится? Нет, исключено. Ну, кинотеатры по Абхазии, допустим. Нет, я не думаю, у нас, мне кажется, это не пока что, это пока достаточно все. Это все. У нас не будет пока системы возврата денег, как в других странах. Поэтому у нас перспектива это существование кино за счет государства. Вложиться в студию. Ну, а как просто? Ну, государство, как в России, в принципе, Госкино это 99% кинорынка в России, это Госкино, фонд кино и все, собственно. У нас, в принципе, мне кажется, тоже должно по такой системе существовать государство и какая-то, допустим, частная компания уже вдогонку. Да, до финансирования. А системы возврата у нас нет, поэтому это вот... Ее даже математически нет. Ну да, количество жителей страны, которые посмотрят этот фильм, символическая цена на билет, и это ты покроешь 3% трат. Единственное, что хочется просто добавить ко всему... в руки к соседу. Да, вот. Единственное, что хочется добавить, единственный выход, то есть не закрывать себя и не заковывать в рамки Абхазии только, а снимать кино, которое, понятно, и за пределами Абхазии, в принципе. Прокат можно будет? Да, в смысле, ну... Конечно, прокат. Ну, то есть я, ну, по крайней мере, я сейчас не могу ничего сказать, но то есть в голове у меня нет таких рамок, что, грубо говоря, нужно снимать узко только наоборот. Кино должно рассказывать об Абхазии за ее пределами, прежде всего. И это важный инструмент, как тут было подмечено, для того, чтобы мы могли о себе рассказать на уровне культуры. То есть не просто там политика. Сейчас такое время, когда политика мало кого интересует, не считая Абхазию. Вот, а люди просто есть интернет, есть все что угодно, и не пользоваться этим, то было бы тогда мы, правда, здесь очень будет тяжело поднимать это все, потому что и государство не вытянет. Это вообще дорогая сфера, да, деятельности, именно киноиндустрия, кино само по себе.
и говорить, что вот взвалить все на государство тоже очень тяжело. Можно еще взвалить и распределить эту ношу на олигархов абхазских, пожалуйста. То есть много, то есть куда двигаться. Есть куда двигаться, в каком направлении, но в чем суть еще хотелось бы отметить и добавить еще чуть-чуть совсем. Это то, что весь мир так работает. То есть все ищут спонсоров. Все ищут финансирование. Есть продюсеры, к которым ты приходишь, приносишь свой сценарий, говоришь, вот у меня есть такой сценарий. У него есть свои люди, к которым он подходит. Я сейчас говорю по бытовому, но так работает везде и все. То есть это в Советском Союзе было, когда там Ислам Андреевич больше, чем я, может об этом рассказать, когда было по заказу, когда выделялось, когда это все это было. Но сейчас в России от этого стало совсем чуть-чуть, когда Минкульт устраивает, например, какой-то питчинг, да, и по итогам этого питчинга выделяются какие-то гранты там на съемку фильмов. Ну, питчинг это когда приносят сценарии, и Минкульт создает комиссию, которая из этих сценариев выбирает тот, который он посчитал. Естественно, там очень много ходаков, которые ходят, и получается, что не факт, что лучшие фильмы выберут, но в основном, конечно, это система отбора там сценариев. То есть, по сути, везде все так работает. Но учитывая, что у нас кризис финансовый, вообще по миру, а в Абхазии тем более, то, конечно, я бы не стал взваливать только на Абхазию, и поэтому не ограничивался бы только Абхазией, когда при написании сценария, то есть, по сути, если хорошее кино, оно понятно везде. То есть мы же никогда не узнали бы в жизни про ирландского Уильяма Волоса, а это «Храброе сердце», это гениальный фильм, который мы в Абхазии посмотрели. Я сейчас, конечно, замахиваюсь, может быть, но это просто самый простой пример для того, чтобы был понятен. Как культура одной страны стала известна с другой стороны. То есть хорошее кино, оно понятно, и его будут смотреть в любом уголку мира, тот, кто любит смотреть поэтому кино. это важно, и это один из факторов, почему надо государство вкладывать в это дело. Да. Но я имею в виду, что не надо только вот государство должно, конечно, должно. Прежде всего, чем оно должно, это помочь нам вот хотя бы элементарные вещи, чтобы здесь в Абхазии были. Вот какие-то, я не знаю, помочь хотя бы какой-то компании, Союзу кинематографистов, или создать еще что-то, чтобы у нас была база, то есть свет, чтобы не вести, это тоже затраты, если честно, огромные, основные затраты. То есть вот на это все, а не на финансирование фильмов. Финансирование фильмов, это, я думаю, что каждый из нас и мы будем, если новеллы, там, понятно, мобайл, там, еще кто-то. То есть, если прям полнометражные фильмы, так 10 полнометражных фильмов и нету бюджета Абхазии, чтобы вы понимали, нормальных полнометражных. Я думаю, весь бюджет Абхазии не хватит. Тимур произнес вот эту фразу «кризис», меня сдернул. Давайте все-таки это называть ограниченностью ресурсов. Вот просто у нашего государства действительно ограниченные ресурсы. Мы должны это понимать. Но надо, знаешь, вот финансирование государством вот этих фильмов на короткометражные фильмы, они осилят. Это ничего не стоит, понимаете? 3 миллиона ежегодно отпускай на эти короткометражные, все. Будешь получать от 7 до 10 фильмов. И вот такой момент... Да, 5 полнометражный фильм, 2,5 часовой. Суть еще в чем, вот как Тему сказал про сценарий, можно писать глобальный. Ты можешь написать отличный сценарий, да, отдать его, но когда у тебя нету никакой работы за спиной, ты вот написал классный сценарий, приходишь, дайте мне деньги. И как бы там написано все, что тебе должны дать деньги, хорошая идея, все, но ты ничего не снимал. Поэтому, если государство будет финансировать какие-то маленькие проекты, где просто руку набить, показать, что ты что-то умеешь, а потом ты пришел с хорошей идеей к дяде с хорошим кошельком, и он говорит, ну да, я понимаю, ты умеешь делать, прикольная идея, давай подумаем, как можно делать. Вот как раз новеллы, наверное, и такой ступенькой и будут. Возвращаясь к теме того, почему ребята, 2 года сидели со сценариями, и им я-то была уверена, что процесс идет, и мы все знали о том, что есть поддержка этому проекту. И вы знаете, когда вот они мне сообщили о том, что нет, к сожалению, что-то пошло не так, и у нас нет финансирования, и мы не работаем, вот это вот чувство, что ну как же, им же действительно где-то, вот несколько лет назад их всех не было. Вот у нас такого количества режиссеров не было, просто их не было. И вот они приехали, и получается, что им не на чем набивать вот эту руку. А как они будут расти, или как они здесь останутся в принципе,
как они не уйдут в рекламу, у них появятся семьи, им надо будет кормить свои семьи, да, и вот эта творческая вот история, почему это не совсем был вот, да, Вячеслав Андреевич все-таки заказ, потому что априори эту историю не Амобайл придумал, да, что это Михаил Я по-советски, я ответственность чувствовал, понимаете? Я к тому, что... Он добросовестно выполнил заказ. Да, вот эта история, она уже родилась, и получалось, что если мы сейчас им не поможем, да, если не мы, то она вот, она так и пропадет, а у них, соответственно, опустятся руки. И вот именно этого не хотелось допустить, вот именно того, чтобы вот как-то они почувствовали, что здесь их никто не поддерживает. Вот это вот ключевой момент, и 2 это миллиона, 10 миллионов или 20 миллионов, дай бог, чтобы мы могли больше. Мы будем молиться уже, чтобы мы могли. Да, и по поводу вот работы за спиной, вот то, что Диана сказала, кстати, у нас вот как-то был в гостях один кабардинский кинорежиссер, а вот он о своей судьбе рассказывал, он тоже, у него есть фильм, который он снял, тоже по национальной там теме, но он тоже, он работает в Москве, снимает музыкальные клипы. И вот то есть он зарабатывает деньги на этом, и все, что, говорит, я там зарабатываю, я спускаю на то, чтобы, как вот Вячеслав Михайлович вы сказали, снимать кино. Да, ну это вот его путь тоже. То есть он там зарабатывает, чтобы снимать кино и... Здесь этот путь чуть-чуть ограниченнее. Музыкальных клипов сколько ты в Абхазии снимешь? Вот нас 7 режиссеров. Я поняла, я это все понимаю, что там можно рекламу, клипы снимать в коммерческая реклама не так развита. В Москве у себя дома, потом уже есть возможность снимать уже кино настоящее. Ну, я думаю, уже время следующего трейлера. Сейчас посмотрим. Меня зовут Махаз Инар Нармания. Этот фильм был. И сейчас вот пока мы смотрели трейлер, Марта сказала, что давайте фильм самый светлый получился, да? Там меньше стрельбы, меньше крови, да. Вот у нас, если грубо сказать, у нас у всех такая, кого-то убивает чернуха. И вдруг светлая. И вдруг получилась такая мелодрама романтическая. Да, ну просто. Кстати, да, вот именно у вашего Инар фильма есть именно своя особенность. Особенность заключается в том, ну, для меня, по крайней мере, это вот, может, уже речь пойдет, Диана на меня уже смотрит, обозвучивание, правильно произношу? Озвучивание. Вы про голос за кадром говорите или что? Да, про озвучку, которая уже вот это, как называется, постпродакшн, да? Да. Видите, сколько всего я знаю тоже. Да, я как поняла, именно у Инара был такой ход. Вот вы специально, вот, то есть там закадровый текст, и актеры не произносят ни одного слова. Это было специально сделано, потому что проблемы со звучанием. Ну, я не скажу, что это вот из-за этого уже был изначально. Ну, конечно, это нам в итоге помогло, что мы могли записаться здесь и не возить никуда актеров и так далее. Нет, это исходя из сценария, то есть это повествование, это форма. Мы изначально, как мы работали с Вакарба, я думал, что у нас новелла, нужно придумать форму адекватную, чтобы эту форму, значит, перевести на экран. Невозможно литературу перевести, не имея в голове какого-то выстроенного сценария. Невозможно перевести того же Вакарба на этот самый. И мы, учитывая наш вот сжатый такой хронометраж, должны были за 15 минут успеть рассказать историю с перипетиями, с развязками, с кульминациями, отправными точками, как вот это все принято. И вот мы попытались, вот это был один из инструментов, вот этот закадровый текст, повествования, вот рассказа этой истории. Форма достаточно не мною придумана, далеко не мной
Чехии, Иржи Менцель, Хитилова, и это не мои открытия. Но это уже не важно, но было очень, мне кажется, просто удачно получилось в этом плане. Знаете, мне просто, я извиняюсь, вот мы с Джану общались после уже премьеры, и вот мы говорили о том, что, кажется, в наше время кино можно снимать там чуть ли не на всякие вот эти вот гаджеты, но озвучка, это должна быть уже профессиональная. То есть от этого очень много теряется. Рада хочу снимать, просто молодым посоветовать, сегодня посоветовать. Вот, о языке думайте, потому что очень во всех картинах очень чувствуется, понимаете, незнание языка, как будто выученный английский язык. Всегда или озвучивайте фильмы профессиональными. Тоже, да. Вот у Инара за кадром очень понятно, хорошо. Там Даур, по-моему, читает, да, там Даур читает, вот. И есть эти немножко, вот потому профессиональных актеров выбирайте, которые интонационно правильно мысль абхазскую выражает на абхазском языке. Обратите на это внимание. Вот. Это правда, вот озвучание, да, вот насчет Инара фильма, они все приносили свои фильмы, вот какие-то предмоменты, да, когда там то кадра не хватает, то голоса не записано, да. И вот Инар, когда первый раз принес свой фильм, то есть он сам озвучивал вот этого Махаза. И когда, допустим, уже был с финальным голосом, да, это совершенно разные фильмы. Когда восприятие, оно очень меняется от этого голоса. Да, помню, когда мы смотрели. Да, совершенно это но, да, понимаете, сам фильм получился, он даже за кадром говорил, вот. Мы уже фильм смотрели, несмотря на то, что поменялось, но фильм как фильм остался. Да. Просто прелесть. Тимур, у вас тоже, по-моему, с этим какие-то проблемы возникали? Ну, у вас самый масштабный фильм такой в этом плане. Там стрельба, там я объясню, много интершума разного. Да, но проблема, он вообще, если честно, звук будет делаться еще до мая месяца. Чтобы было понятно, окончательный звук будет в мае. Но в чем суть? Вот мы говорим об абхазском языке. Вообще даже проблема, она как бы из вне сферы кино, она проблема нашей страны. И в чем суть? Когда ты выбираешь какой-то образ, тебе понравился актер, а он не говорит по-абхазски. И тут вот становится проблемой. То есть нужно искать обязательно абхазоговорящего. На помощь приходит озвучка. Да, но он-то должен говорить в кадре на абхазском языке. А это проблема, а он не может говорить. А произносить просто как-то рот открывать не получится. То есть это все видно и там... Турецкий сериал будет. Ну, то есть... Здесь Егорчик, извини, но вот, например, у меня сувенир на русском, на грузинском и на абхазском. Да. Да. Ну, в смысле... Я помню. Да. Она, актриса, говорила на русском языке. Я переозвучил на абхазском и не заметил. Не, ну дубляж работает, конечно. Не, ну давайте сейчас скажем. Хорошо, я попрошу режиссера, по-моему, остался еще один трейлер. Так не бывает. Мы его посмотрим и уже будем закругляться. Ой, пыхи широ, еще. Сарасага, сарада здоровья. Дауд Логой на Кунагадзамаз. Дауд, кстати, вот просто мы с вами работаем, и поэтому я была немножечко в курсе всего происходящего. Я помню, что был такой момент, вы должны были снимать последнюю сцену, и вашего главного героя забрали в армию. Да. То есть вы там финальную сцену должны были снять. Вы как вы выкрутились из этого? Пришлось на монтаже уже додумывать, и просто сама ситуация забавная. Мы отсняли сцену, должны были снимать через 3 дня, и я просто в Инстаграме вижу моего актера лысого в военной форме. И думаю, наверное, это было до съемок, потому что, вот вчера я его видел. Надеешься, что это... Думаю, давай-ка я ему позвоню. Звоню, трубка выключена. Думаю, нет, он в армии, точно, все забрали. Я его не слышал месяц. Там просто такая ситуация была, что он какие-то, видимо, повестку пропустил и пришел туда сам, а они его просто свернули и увезли.
То, что он пострижен на лысо, была еще не такая проблема, вы смогли в его башлыке. снять? Нет, пришлось от этих сцен отказаться и просто перемонтировать чуть-чуть саму историю. Ну, Что повлияло на хронометраж. Да. Теперь, ну, я думаю, Марта, наверное, к вам вопрос, насколько я знаю, вообще, что дальше, какова судьба этих фильмов, увидят ли его телезрители, как вы вообще предполагаете, что будет дальше? Ближайшая информация для зрителей, которые ждут, которые хотят тоже увидеть эти фильмы, это 9 мая будет специальный показ в Русдраме. Марта. Ой, я мая сказала, извините. 9 мая, видимо, что-то уже. 9 марта, да, говорилось, 9 марта в Русдраме будет специальный показ, и это ближайшее, когда увидят зрители эти фильмы вновь. После этого показа мы обязательно повезем фильмы в города, то есть это обязательно будет Кварчал, Гудаута, Очимчира. И об этом, конечно, мы будем сообщать позже, надо следить за публикациями в социальных сетях, и там мы будем сообщать поэтапно, когда и куда в следующий раз. Ну а что касается телетрансляции или, как у нас часто задают вопрос, вот когда можно ли будет посмотреть эти фильмы по ТВ или же в интернете, то это момент, в котором нас, собственно говоря, сковывают режиссеры. Мы бы с удовольствием все это показали, но есть надежда, что у фильмов есть какое-то будущее, что они могут быть представлены на кинофестивалях. А условия кинофестивалей, как правило, очень жестко ограничивают вот эти вот моменты, то есть эти фильмы не должны быть ранее где-то показаны, транслированы, и поэтому пока ребята... И переданы с флешку на флешку. Да, вот это тоже момент, да, флешка передана и так далее. Мы стараемся... В любом случае постарайтесь позаботиться об авторских Мы, во всяком случае, по мере возможности, это пока нам удается сделать, и будем делать это. А в ближайшее время, это вот 9 марта в Русдраме будет еще один специальный показ, потому что очень много желающих увидеть фильмы, и я сразу вот в эфире приношу извинения перед теми, кто не смог попасть в этот раз, к сожалению. Кто не попадет с 9-го, к сожалению, да, ограниченное количество мест. И Ясно. Вот, да. Ясно. У нас, по-моему, остался еще один трейлер, вот сказали, последний. Вот мы его посмотрим. Самый главный трейлер. Прощаться. Bagrat! Саража баргунза бхазаша сыздырӡом! Убри аҟнытә ухала уазхәыцуан дылҵша! Ака! Бзырҟала иара! Азин шәызҭада? Шәыҳәа бџьарла, сыҩнаҳаҭыр лашәырҟәит! Ҩба! Сара исыхьӡуп Баграт, сцәыџьбоуп. Арҭ сашьцәароуп. Хԥа! Зегьакоуп шәазусҭцәоит, шәахынтәаауа. Абыржәыҵәҟьа аҭамзаара шьҭа шәцара. Шьба! Баграт! Так, это был фильм «Отец», режиссер Тимур Кокоскир. Я тут хочу сказать, что, ну, к сожалению, среди нас сегодня нет, он, по-моему, его нет в Абхазии, да, это, в Питере. Да, это на Ургармеле, да, он тоже участвовал, это была вот 7-я как раз новелла. Его как раз и увидят 9 марта, и все остальные, да, которые придут в Росдрам. Друзья, ну, мы будем закругляться, и, наверное, последнее, о чем я вообще хочу сказать, вот ваши ощущения вообще после вот всего, как это все закончилось, как прошла эта премьера, можно ли будет вообще считать вот эту премьеру, этот проект вот такой точкой отсчета, не знаю, может, громко будет сказано, но тем не менее, для того, чтобы какие-то все-таки ростки пошли для развития абхазского, современного абхазского кинематографа. Я думаю, что да. Вообще очень хорошее событие. Вот, что такой букет, вот после войны такого не было у нас, понимаете, вот. Очень приятно, что молодые ребята, талантливые, с хорошими фильмами, с хорошим мышлением, с сознанием своего дела,
вот, и показали себя прекрасно. И я думаю, что это уже фундамент заложен. Но надо, я говорю, опять надо поддержать. Поддержать и все. И они сами потом пойдут. Да, вот что вы думаете? Ощущения после премьеры были очень теплыми, хорошими, потому что мы наблюдали, как народ это все с удовольствием принял. И если восстановление там театральных традиций привело к тому, что люди вернулись и они помнили, каково это было, то с кином, наверное, новые поколения даже не помнили такого, как вот вы сказали, послевоенный период. Ну, да, наши дети не знают, что такое походы в кинотеатр. Выезд в Россию, в ближайший кинотеатр в 4 часах пути. Да. И на самом деле мы тоже, я думаю, и верим и надеемся, что все это в какой-то степени повлияет на то, что мы можем прийти и сказать, вот что у нас получилось при таких условиях, при таких моментах, командах и так далее. Мы хотим что-нибудь дальше сделать, давайте вместе это делать. И это на что-то повлияет. И Илона. Ну, я тоже, как и, думаю, большинство, ушла очень с положительными впечатлениями, и что как бы первый раз произошло наше общение, знакомство со зрителем. По сути, мы не знали друг друга, они не знали, на что мы способны, кто-то что-то слышал, видел где-то наши работы, но вот так вот... И мы не знали, и то, что я, например, лично почувствовала, что люди от нас ждут еще чего-то, причем ждут, даже требуют, может быть. И скоро ждут, причем. И ждут скоро, и это на самом деле безумно приятное чувство, и оно очень вдохновляет, подстегивает, и вот очень важно, что нас именно так приняли, поэтому мы будем, только дайте возможность, мы будем снимать кино всегда. Инар, вы почувствовали эту отдачу? Отдачу? Зрителю, да, зрителю. Конечно, это огромная радость и в то же время ответственность на следующие, вообще на будущие годы очень большая, потому что старт как бы он есть, поэтому дальше нужно не понижать планку. И радовать людей, потому что и выходить на новые рубежи в том числе. Не только у нас здесь нужно и возить, и отправлять, и показывать, говорить о том, что здесь это может быть и может делаться хорошо. И подход должен быть ответственный, вне зависимости от возраста, не бывает женского, мужского кино, взрослого, старого, есть кино. Поэтому вот к этому всех призываю, к ответственности и к тому, чтобы побольше отдавать. И получать, конечно. Ну, это уже Джана, ну вот вы, я знаю, вы занимаетесь очень многим, вы очень много снимаете разного монтируете. Вот, ну, кино ни разу. А это был первый, да, ваш опыт? И как вы думаете, какую... Меня больше всего порадовало какое то, что... место будет занимать теперь это в вашей жизни? Мне очень сильно понравилось. Реклама даже в какой-то мере она ответственнее в плане производства. Там какие-то грехи меньше прощаются, особенно в визуальной части. Но больше всего порадовало то, что общий уровень новелл, которые сделали все вместе ребята, без лишней скромности. Правда, на самом деле хорошо получилось. И самая большая радость в том, что у каждого реально действительно получилось хорошо, и у каждого получилось по-разному. Это самое большое удовольствие было в этом. И зрители тоже тепло приняли. Ну, я больше за всех ребят как бы рад, и за себя в том числе, и за Тимура. Ну, в общем, уровень был на самом деле приличный, и практика показывает, что можно и на фотоаппарат, и без озвучки сделать кино, которое похоже на кино хотя бы. Понятно. Занда, ну что вы, можно говорить о зарождении абхазского кинематографа уже? Я думаю, абхазский кинематограф уже давно зародился. Современного, в смысле, он там был, но современный. Да, конечно. Главное, чтобы дальше у нас тоже все получалось, чтобы не было сейчас, вот мы стрельнули, у нас все вышло, а дальше вот мы сидим годами, у нас нет денег, а есть проекты, есть задумки, а вот финансирования нет. Главное, чтобы этого не было. И я очень хочу поблагодарить зрителей, потому что нам было страшно. Я говорю за себя, не знаю, как ребята, может, и мне было страшно. Мне было очень страшно. Я не знала, какая будет реакция у зрителей, но настолько теплый прием был, и такие отзывы. Просто люди подходили, благодарили, поздравляли. Вот. И, конечно, да, я согласна с Инаром, теперь это ответственность для нас, но мы будем стараться. Очень. Тимур, ну что, это, ну вы тоже в своей жизни много чего делаете, как режиссер.
У вас и представления, и много чего другого. И, кстати, вот перед эфиром вы как-то сказали, что вы этот новеллу, ну, в смысле, этот фильм короткометражный используете как дипломная ваша работа. Да. И что дальше? Про это сказать? И что дальше? Я хотел сначала, если честно, поблагодарить и подметить, вот тут про зрителей говорили, и для меня это было очень необычным, потому что бывает так, как в кинотеатрах частенько, но не так часто слышу, когда после фильма звучат какие-то аплодисменты и овации. Это благодарность зрителей было вот именно в день премьеры, и вот до этого, после каждой новеллы, зрители аплодировали, там, то есть им нравилось, и они не боялись скрыть эти эмоции. Им казалось, что даже их нужно показать, видимо, в поддержку. Я не слышал просто, в смысле, я не был сам в зале, я стоял в фойе все это время, и каждый раз я по громким аплодисментам понимал, сколько, какая по счету новелла уже идет. То есть там первая, вторая, третья, четвертая. И за это им хочу сказать огромное спасибо, пускай они нас так поддерживают, потому что на этом этапе нам нужна не столько критика, сколько именно поддержка. Время пройдет. Ну, будет кинематограф, будут и кинокритики. Да, пройдет время, потому что их сейчас тоже нету. А то, что они критиковать будут, я, честно говоря. Опять, если мы не сядем, опять друг друга не начнем критиковать, да, то, а кинокритиков-то тоже нет. Нет, они тоже нужны обязательно. Да, я же говорю, но их-то пока нету, на самом деле, профессиональных кинокритиков нет. Да. Диванные, да, они все, там начиная, ну, в общем, не будем углубляться. К дивану переходить, хотелось бы еще сказать, вот в начале сам было подмечено насчет фестиваля, и хотелось бы сказать, что воспользовавшись своим положением, да, я хочу, что так получается, Государственный комитет молодежной политики со 2 по 7 число апреля в Абхазии проведет... Который вы еще и возглавляете, помимо того, что вы режиссер, вы же еще и чиновник. Чиновник. Все испортили слово. Режиссер, чиновник, да. Ну так получилось, так как-то сложилось. Вопрос в другом, о том, что я говорю, фестиваль. Со 2 по 7 апреля будет фестиваль кино. То есть комитет это планирует уже? Уже запланировано, уже заложено, и более того, уже 4000 заявок уже к нам пришло со всего мира. Мы их уже отсмотрели, вот Илона и Занда, они в оргкомитет входят этого фестиваля. Это полнометражный фильм? Нет, короткометражные. Да, фильмы 15 уже отобрано в шорт-лист иностранных фильмов, которые мы отсмотрели, утвердили, причем обзвонили их, и они дали свое согласие на участие. Да, с радостью, причем, может, они не знают, где Абхазия даже, но, по крайней мере, узнают об этом. Но к чему я все это говорю? Даже на опыте КВНовском, когда мы начинали, никто не верил, и была такая же ситуация, как сейчас, мы то, что обсуждаем. Поверьте, никто никуда не давал денег, и мы как ездили туда, знаем только мы, причем даже рассказывать не будем об этом. И тогда тоже, как только мы появились на Первом канале, когда только первые вот шаги прям такие мощные начали делать, сразу появились спонсоры, сразу появились люди, которые начали помогать. То есть вот сейчас, я считаю, это тот момент, когда люди начнут верить. И тогда можно будет ходить и говорить, вот есть сценарий, вот, пожалуйста, помогите. Тогда они будут понимать, что есть за тобой работа. Вот это ребята, те, которые экранизировали новеллу Лакроба. Я считаю, отправная точка просто замечательная, шикарная, фундамент заложен. Даже первый этаж тоже, я бы сказал. А дальше нужно двигаться, просто идти без остановки. Дальше уже Марта, я думаю, подведет итог всему сказанному. Я понимаю, что вы во всем этом так говорили, что вам трудно абстрагироваться, но все-таки как зритель. Вот сложно как зритель, потому что правильно ребята отметили, у меня тоже вот после премьеры меня переполняло вот это чувство благодарности нашему зрителю. Потому что все-таки у каждого, да, отдельная часть этой работы. И вот когда я поняла, что ребят приняли, и что и нас спрашивают, вот этот грант, вот когда теперь будет новый фильм, то есть люди ждут, они подарили свое тепло,
И я очень благодарна за это тепло, что ребятам это не обрубает крылья, а мы знаем действительно в обществе много проблем, да, и не всегда вот можно переключиться, пойти в театр, в кино и вот думать там о высоком, но тем не менее они нашим ребятам вот эти крылья они не обрубили, наоборот воодушевили на будущее, на действие и на позитив, на созидание, поэтому просто большая благодарность зрителям за ту поддержку. Амобайлу. Ведь не только за возможность, я хочу поблагодарить Амобайл за возможность. Не только просто. Деньги двигают, да, не только финансы, но и еще вот эта вот составляющая эмоциональная, она обязательно должна присутствовать. И иначе не будет этого духовного, глубокого кино. И, соответственно, вот за это большая благодарность зрителям. Тимур, ну, на вашу реплику, вы, как сказали, вы уже заявили о себе, теперь будут уже и спонсоры, и дальше. Да. Ребят, ну, спасибо, реально, вот спасибо большое всем за проделанную работу, уже от меня, как от зрителя, желаю всяческих вам успехов на этом поприще. Надеюсь, телезрителей мы как-то заинтриговали тоже, и они обязательно придут и посмотрят, и у себя в районах, и вот в Русдраме будет показ. 9 марта, да. Всем большое спасибо. Марта. Успехов и до встречи. И я рад, что я не одинок. Да, уже не одинок. Мы с вами. В пустыне стоял, а теперь такая команда вокруг ребят. Все. Спасибо большое всем. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.